Подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию вышла на финишную дистанцию. До старта и открытия участковых избиркомов остаются считанные дни. Общероссийское голосование будет проходить целую неделю с 25 июня по 1 июля. Это сделано для того, чтобы избежать большого столпотворения. По правилам, голосовать на участках смогут только от 8 до 12 человек в час. На заседании говорят о готовности ТИКов и УИКов. Особый акцент на безопасности людей. Главное, чтобы наши люди и на участках, я имею в виду, и члены комиссии, и те, кто придут голосовать, чтобы они проявили сознательность и носили эти средства индивидуальной защиты. У членов комиссии, кроме масок и перчаток, будут еще и дополнительно, на них будут экраны. Все это делается для того, чтобы, во-первых, защититься самим членам комиссии, я имею в виду, а во-вторых, защитить тех, кто придет голосовать. Многие нюансы, впрочем, проговорены заранее. Сейчас необходимо привести избирательные участки в должное состояние. Время голосования разделили на два этапа. С 25 по 30 июня участковые избирательные комиссии будут работать с 10 до 14 часов вне помещения. То есть члены комиссии по заявкам граждан будут выезжать с урнами на дом, конечно же, соблюдая все меры безопасности. Избиратели, которые не смогут прийти на избирательный участок по тем или иным причинам, они смогут по телефону обратиться, могут подать заявление в участковую комиссию, чтобы им дали возможность проголосовать не в помещении, где голосовать. То есть они, не сидя дома, к ним приедут участковая комиссия в определенное в графике время, и они смогут проголосовать. А в выходные дни этот график чуть-чуть у нас поменялся. В выходные дни они могут подать с 15 до 19 часов. Члены участковой избирательной комиссии, которые будут выезжать по заявлениям, они будут в специальных халатах, будут в масках, в перчатках в связи со сложившейся обстановкой. Также при приезде к избирателю у них будет пакет каждому избирателю. Там будет маска, перчатки, одноразовая ручка, бюллетень и образец заявления. А вот с 15 до 19 часов жители смогут проголосовать непосредственно на самих участках. Всего в Ингушетии 8 территориальных и 137 участковых избирательных комиссий. На каждом из них предусмотрят отдельные входы и выходы. Бюллетени для голосования уже поступили в ТИКи. На Назранскому районе, да, бюллетени мы уже распределили по каждому избирательному участку. То есть, учитывая, что избирателей, с какое количество избирателей, мы уже распределили эти бюллетени. И, соответственно, передавать уже в участковые избирательные комиссии будем 24 числа. То есть, совместно с охраной приедут участковые председатели, их руководящий состав. И, соответственно, будем передавать эти бюллетени на участки. Одновременно вместе у нас по рекомендациям мы до 24 числа должны передать и списки избирателей, чтобы участковые избирательные комиссии могли работать со списками, то есть посмотреть, кто у них в списках находится, есть, нету люди, то есть поработать со списками. И одновременно с бюллетенем мы передадим и списки избирателей тоже. В этом году помимо голосования по поправкам в Конституцию пройдут и выборы в депутаты Горсовета Сунжи. Постановление уже вышло, а подготовка началась. О таком решении по правилам объявляют за 90 дней. Голосование назначено на 13 сентября. Единая Россия где-то 15, Единая Россия по 15 кандидатов у них, а от этих партий ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, я думаю, ориентировочно это где-то 5 человек. Итого в итоге получается в сумме 20 депутатов от всех партий. Это ориентировочно. А так, конечно, заявленные есть там более 40 кандидатов, но они, наверное, сейчас будут и продолжаться это. То есть это вот то, что есть у меня информация, вот такая информация ориентировочная. А так в целом 20 депутатов, городской совет народных депутатов. Но это только в сентябре. Сейчас фокус внимания на голосовании к поправкам в Конституцию, которые должны изменить жизнь россиян в лучшую сторону. К слову, 1 июля голосование пройдет в привычном для избирателей формате с 8 утра и до 8 вечера. Этот день объявлен нерабочим. Сейчас очень важно отдать голос в защиту того, что нам действительно дорого. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.